Все. Сейчас просто проверьте. Проверю. Опять невозможно. Сейчас проверьте и все. Не загружается. Саташинцин, к сожалению, по техническим иногда причинам, да, сейчас идет. Все, звук есть, все есть. Значит, друзья мои, ничего не сделаем, чуть-чуть повторим кое-что, и вы для себя запомните. Еще раз напоминаю, что все, кто нас слушает, могут потом задать, соответственно, вопросы, задавать вопросы. Вот. Раньше это невозможно было, а сейчас это возможно. Вот. Тема лекции сегодняшней – копии 64 архивных церковных документов 1887-1923 годов из Центрального государственного архива Абхазской ССР, обнаруженных в Греции. Просто я кратко напомню, для тех, кто сейчас подключился, 22 октября 1992 года в оккупированной столице Абхазии, Сухуми, грузинскими гвардейцами было сожжено здание Центрального государственного архива Абхазии. Теперь, значит, я, конечно, все свои рассуждения пропущу. Замечу, что Центральный государственный архив Абхазии был создан в 1929 году постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров. В 1933 году оно стало Центральное архивное управление Абхазской ССР. В 1938 реорганизовано в архивный отдел Народного комиссариата внутренних дел Абхазской ССР. В 1941 архив был выделен из состава архивного отдела НКВД в самостоятельную единицу Центральный государственный архив как научно-исследовательские учреждения. В 1960-м все архивные органы и госархив перешли в ведение МВД Абхазской ССР, ведение Совета Министерства Абхазской ССР. Теперь вот как раз мы дошли до той темы, где прервалась наша лекция. До 1939 года госархив размещался в здании современного Сухумского кафедрального собора. До 1939 года. В 1949 году он там находился ровно 10 лет. В 1949 году его перевели в здание католической костела и немецкой кирхи, расположенной на той же улице, если вы себе представляете. Да. Затем, позднее, вот между двумя этими зданиями церквей построили новое здание, и вот в этом здании оно располагалось до 1992 года, когда просто целиком и полностью сожгли. Хочу заметить, что дореволюционный период, материалы охватывало время с 1840 по 1921 года. Их количество составляло около 17 тысяч единиц хранения, большинство из которых являлись церковными документами. Вы себе представляете, 10 тысяч 58 единиц хранения церковных документов потеряны. Значит, материалы более раннего периода не имелись в архиве, так как основная масса документальных материалов в архивных учреждениях Абхазии, бывшего Сухумского округа, была уничтожена турецкими войсками во время русско-турецкой войны 1877-1878 года. Это просто какое-то зловещее, знаете, преследует нас. Потеряли мы еще, значит, когда Михаил Чачева переехал жить под Очинчирой, то есть из Лыхны туда, подальше от военной базы тогдашней, от военного форпоста российского, есть описание человека, который был у него дома. И у него была очень большая коллекция различных книг. Тоже исчезла. И, насколько я знаю, я специально этой темой не занимался, но Кацман, он тоже имел достаточно большое количество различных документов, которые тоже впоследствии были уничтожены. Теперь, чтобы мы с вами знали, что мы имели. Вот был издан на наше счастье путеводитель в 1975 году по Центральному государственному архиву. В нем перечисляются следующие документы. Первое. В
Сухумская епархиальная канцелярия Грузинского экзархата Российской Православной Церкви. 9136 документов. Совет Сухумского епархиального Александра Невского церковного братства. 80 документов. Сухумский епархиальный училищный совет. 43 документа. Сухумское уездное отделение Сухумского епархиального училищного совета. 3 документа. Новоафонский Симоно-Каноницкий монастырь Сухумской епархии. 154 единицы документов. Поразительно, что Дранский Успенский общежительный монастырь 596 единиц документов. То есть больше всего Сухумская епархия и Дранский. Далее благочины 4-го благочинного округа Сухумской епархии 22 документа. И Владимирская Покровская церковь Сухумской епархии, это КЦК современная, значит, в сторону Дранду чуть выше, 24 документа. Итого 10 058 документов. Значит, смотрите, почему они представляют большой интерес не только для Абхазии, представляли, к сожалению, но и для современного юга России. Ко мне за последние 20 лет очень много священников обращалось с современного Краснодарского края, потому что когда они начинают возрождать храмы, до Новороссийска, до революции, до Новороссийска территория входила в состав Сухумской епархии. И они, значит, это же центральный орган здесь находился, документы шли сюда, они едут в Питер, в Москву, в синодальные различные архивы, им говорят, ну, простите, это там в Сухуме можно, если что-то есть. Поэтому они, к сожалению, не могут восстановить историю новейших своих храмов. Приезжая сюда, я им водил их и показывал, где грузинские гвардейцы сожгли государственный архив. Я говорю, вот, пожалуйста, и ничего другого нету. Единственное, что еще замечу, до войны, в силу того, что это же советский период был, ну и писать нельзя было на эту тему, да, то есть мы не смогли проработать в этом архиве. Единственный человек, значит, Эльвира Михайловна Чкок, она работает в нашем институте, она занималась документами Новоафонского монастыря, ею написаны Чкок, Эльвира Михайловна, несколько статей по экономической деятельности Новоафонского монастыря на основе этих архивов. Ну и какие-то отдельные авторы, допустим, Малонецкий там есть, тоже встречаются, какое-то количество наборов документов, которые он использовал. Потом такая поразительная вещь. Вы знаете, это большой тоже вопрос. Сожгли ли они все? Или взяли с собой. Да. Это тоже большой вопрос. Потому что, например, я уже потом, в послевоенное время, где-то в конце 90-х, в начале 2000-х, в книжных, букинистических магазинах города Сухума покупал книги, в которых стояли печати Дранского монастыря, Новоафонского монастыря. Понимаете? И потом я думаю, что какая-то часть, когда уже потеплели отношения церкви и государства, Сухумская епархия в лице митрополита Давида Чкадова, да, он попросил в госархиве какие-то церковные книги им отдать. Потому что я их видел в Сухумском кафедральном соборе и сохранил эти книги. Они содержательно ценность не представляют. Просто интересно то, что они имеют отношение к конкретному храму монастырю. Был такой потрясающий случай. После войны, я сейчас детали могу не помнить, но какая-то женщина пришла и сказала, что она во дворе собака, значит, вот где будка для собаки, да, и что там она нашла какую-то книгу. И, значит, пришли люди из института нашего, и они, конечно, остолбенели. Это редчайшее издание атласов Дюбуа 1830 года. Их в России 4 штуки. Вот в различных библиотеках. 4 экземпляра, простите, да? И вот это лежало, видимо, человек, уходя, не мог взять. Она очень большая. И вот как-то он положил, никто не мог додуматься, что это в будке собака на этой книге сидела. Да. К чему я это все говорю, друзья мои? Ну, в общем, к сожалению, церковных историков у нас не было в довоенное время. Все эти архивы никто не проработал.
когда я уже увлекся церковной историей, я уже понял, что какое сокровище мы потеряли. Да, и просто сожалел. И вдруг, значит, с первых дней моего пребывания в Греции я познакомился с семьей Аберба-Филиппаки. Значит, Ариадна Илларионовна и ее сыном Зурабом. Ариадна Илларионовна, по образованию историк-архивист, окончила вместе с профессором Людмилой Георгиевной Хрушковой Московский государственный историко-архивный институт. В течение 7 лет возглавляла Сухумскую музыкальную школу номер 5. Ее сын учился в богословском факультете, где я тоже учился. Значит, теперь смотрите, заметив мой интерес к истории, мы очень тесно общались, я общался с этой семьей, они сказали, что, значит, несколько папок документов они мне показали, оставшиеся от супруга и отца Аберба Заура Михайловича, а он работал в свое время старшим научным сотрудником, а затем и директором Центрального государственного архива Абхазской ССР. Значит, я когда открыл это, я, конечно, поразился, потому что я увидел 2 папки с копиями церковных документов, 64, потом, когда я уже обработал, и временные рамки 1887-1923. И он очень точно все это сделал копии. Копии были машинописные, то есть тогда... это копии или документы? Копии. Он, я так полагаю, что он готовил какой-то сборник издать в 60-х, 70-х годах 20 века. И для этого сборника он делал подборку документов, и, соответственно, он брал с архива, поручал, значит, машинистка все это набирала, и там везде написано: копия верна, все исходные данные, даты, то есть никаких нюансов не было опущено. И теперь, значит, когда у меня появилась возможность поработать с этими документами, конечно, меня это поразило. Значит, друзья мои, учтите, что вот чем отличается архивный материал от исторических источников, чтобы вы для себя знали, да? Исторические источники – это когда автор, профессиональный историк, так, он понимает, что там это человеческое где-то, тут преувеличено, тут просто первое впечатление, и поэтому он вот эти, скажем, факторы человеческого характера, он не вносит в исторический источник, он пытается понять суть, когда-то происходила дата, если он дает конкретную оценку человеческой личности, исходя из полноценной картины. А архивы совершенно другая вещь, да? Там отражаются достаточно сильно человеческие страсти. Да? Ну, допустим, там кто-то кому-то не понравился, тот написал жалобу, да? На кого-то. И таких очень много. Сейчас мы будем с вами разбирать, вы увидите, какие интереснейшие документы. И задача историков потом какая? Вот я пытался старшему поколению, как-то у нас разговор завязался по поводу 20-х, 30-х, 40-х годов, когда бесконечно идет спор о различных деятелях Абхазии. Да? Вот тот предатель, это такой, тот, значит, патриот. Мы же любим сразу всех на категории предателей и патриотов делить, да? И они начинают какие-то архивные документы показывать. Я говорю: друзья мои, это ничего не значит. Ничего. Вот я говорю на конференции, я сказал, ну вот, например, возьмите, откройте все документы, связанные со мной в интернете. У вас волосы дыбом станут. Потому что, значит, бесконечно это переписка, запрет, раскольник, католик, я не знаю. Ну, и поэтому очень важно историку потом понять, где правда, а где первое впечатление, где зависть и так далее. Но и при этом они отражают, архивный материал отражают вот живую историю, да, вот на самом деле как были, не приукрашено, а на самом деле каковы мы были, каковы были отношения и так далее. Итак, значит, вот первый документ. Разумеется, я вас буду знакомить с наиболее интересными, да, по содержанию. Там какие-то канцелярские вещи, они вам не интересны. Значит, 9 февраля 1887 года письмо помощника начальнику Таисского губернского жандармского управления в Сухум-Кале, начальнику Таисского губернского жандармского управления
о злоупотреблениях по должности игумена Дранского монастыря у Миздинского участка Варлама. Значит, дальше идет содержание какое? В письме сообщается, что рясофорный монах Дранского монастыря Геннадий, придя к помощнику начальнику Таисского губернского управления в городе Сухум, заявил следующее обвинение. Игумен Варлам внушал монахам не признавать никаких властей. Первое. Второе. В 1984 году привез по подложным документам из греческого Афона около десятки монахов и построил Дранский монастырь на собственное иждивение. Скажите мне, что здесь плохого? Человек на собственное иждивение построил храм, привез 10 монахов. Значит, ну и так далее, там уже несущественно. Второй документ. 3 марта 1888 года. Прошение жителей села Баклановка, это знаете где, да, Отца, современное село Отца, Гудаутского участка Сухумского округа, Сухумскому епископу об удалении из села священника Никитского за аморальное и антиобщественное поведение. Значит, о чем идет речь, теперь послушайте. В письме изложено следующее обвинение жителей села. Симония. Знаете же, что такое симония? Ну, раз мы коснулись этой темы, в церкви есть такое понятие. Когда священник что-либо делает из таинства за деньги. Значит, церковное право категорически пресекает такого рода деятельности, оно называется симония. Почему? Потому что в Деяниях апостолов, если вы вспомните, некий Симон, значит, подошел к апостолам, видя, что у них есть дар Духа Святаго помогать людям, он говорит: я вам деньги заплачу, а вы мне этот дар дайте. А дальше я уже сам буду на себя, значит, работать где угодно. И вот с этого времени во многих церковных правилах, канонах, всякого рода, значит, совершение таинств за деньги называется симония, запомните. Значит, а теперь сравните с тем, как это в наше время практикуется. И поэтому, когда мне начинают говорить о канонах церкви, да, когда у нас какие-то проблемы возникают. Дальше. Оскорбил жителей села во время схода, назвав их сектантами. Дальше. Еще одно удивительное обвинение. Внушал родителям, чтобы они не посылали детей в школу, говоря, что дети, и цитирую, кроме дурного от нашего учителя Попова ничего не научатся. Значит, дальше. И еще один интересный. 18 января 1890 года. Указ грузино-меретинской синодальной конторы Сухумскому епископу, вот эти все названия, это не грузинское, это все действие как бы в рамках русской церкви все это происходит. Мы Сухумская епархия, они грузинский экзархат, и дальше все это подчиняется синоду Российской церкви. Значит, указ о предании церковному покаянию дворянина Маргания Камуба за убийство Анкваба Чичу. Значит, и здесь пишется, в указе говорится, за убийство крестьянина Чичук Анкваб на основании 8 и 11 правила святого Василия Великого Маргания эту эпитемию должен проходить на месте жительства при приходской церкви под наблюдением и назиданием своего духовника, который, внушая ему важность содеянного им греха, побуждал бы ходить в церковь, как всякому богослужению, приносить чистосердечное раскаяние с исповедью в посты, но без допущения к святому причащению. Посадили за убийство? Да, нет. Он проходит, вы поймите, в то время тюрем в Абхазии не было. Да, были какие-то для задержания, пару дней них там держали, потом наказание, штраф, осуждение, высылка и так далее. Он, видимо, по письму не сидел, этот Маргания Камугу, значит, но обращаю ваше внимание, друзья мои, обращаю ваше внимание на то, что вот у нас сегодня этой практики совершенно нет. Да? Какой практики? Хоть как-то вразумить человека, который совершает преступление.
У нас это сегодня геройство. Да? Наоборот, мы все с вами, значит, по всем линиям окружаем этого человека, как это так, ряхащиёб, хачкунёб, танхаёб, и, значит, и не хотим вообще слышать ни о каком наказании. А вы представьте себе, здесь идет исключительно моральное наставление. Хочу заметить, что у абхазов была такая традиция, даже в XIX веке есть несколько целых описаний. Это абсолютно непререкаемая традиция, которая идет еще с византийских времен. Когда совершалось какое-то убийство или еще какая-то вещь, да, человек приходил в храм, в Лыханский храм, и если он заходил внутрь храма в алтарь и просил, значит, покровительства, никто не имел права прикасаться к этому человеку. Никто. Я знаю конкретный случай с, значит, Чанба и Дбар, по фамилии оба, значит, как ни парадоксально вам слышится, но еще было у абхазов право первой брачной ночи. И они убили дворянина Ман за его претензии первой брачной ночи права, и один ушел на Северный Кавказ, Чанба, а Дбар пришел в Лыханский храм и попросил покровительства, его никто не тронул. Поэтому у абхазов и до сегодняшнего дня, я хорошо много раз это видел, с оружием не заходят в храм. Если вы обращали внимание, всегда. То есть я сомневаюсь, что в наше время, если кто-то пытался бы защититься до выяснения обстоятельств под покровительство храма, что они, современное наше общество и люди, не зайдут в храм и там не начнут стрелять. Да? То есть у нас все это нивелировано. Дальше. Еще обращаю ваше внимание еще на одну вещь – недопущение к святому причастию. Да? Понимаете, это очень принципиально было, потому что сегодня, к сожалению, духовенство практикует очень плохую практику церковную в большинстве абхазских храмов. Пришел, покаялся и пошел дальше, значит. И что-то еще натворил, пришел, покаялся и опять дальше продолжил. И никакого прещения, чтобы человек понял, что, извините, сделал ты серьезный грех в этой жизни, поступок, убил или что-то сделал, значит, не будет этого, что тебе все простили, и дальше твори, что хочешь. Дальше. 8 июня 1898 года. Прошение вдовы генерал-лейтенанта княгини Агаты Элизбаровны Шервашидзе-Дадияни экзарху Грузии Флавиану о недозволении преследования грузинского языка в церквах Сухумской епархии. Что, значит, вот, допустим, человек берет, кто-то из вас берет этот церковный документ, так, читает это, думает, надо же, вот, оказывается, в конце 19 века мы бы гнали, значит, тех, кто служил на грузинском языке, и категорически не разрешали совершать богослужение на грузинском языке. Надо же, вот молодцы наши предки, как они твердо стоят. На самом деле это все не так. Почему? Потому что в 19 веке, в конце 19 века, была только одна книжка на абхазском языке, о ней я вам говорил, краткая священная история, переведенная абхазским священником Иоанном Гегелем. И не было богослужений на абхазском языке. С одной стороны, грузинское духовенство вместе с переселением населения на опустевших абхазских территориях, она говорила, мы хотим грузинский язык. С другой стороны, русскоязычное население, переселявшееся на другие свободные территории уже с территории Российской империи, она хотела на церковно-славянском. И поэтому вот это духовенство грузинское и русское спорило здесь о том, кто должен на каком языке служить. Вообще не спрашивая о том, а что, собственно говоря, на каком языке должны служить сами абхазцы. Да? Вот такой интересный документ, и там мы много раз будем их встречать. Вот такого рода просьбы, прошения и так далее, о том, что вот грузинский язык, значит, ущемляется и так далее. Что касается, вот сейчас нас кто-то услышит и скажет, ну, а что, вот отец Дорофей говорит, они переселились и хотели свой язык иметь, никто не переселялся, мы всегда здесь жили, да? Слава Богу, наконец-то, остаток книг, чудом сохранившихся метрических дореволюционных книг абхазских церквей,
всех абхазских храмов, ну, не всех, но какая-то часть. Их из-за того, что не отдали в Государственный архив, а находились в архиве Минюста, Абхазской АСР, они все сохранились. И я работал с этими книгами, какую-то часть даже мы сделали, сканировали. Сейчас, слава богу, их передали от Государственному архиву, и, значит, чехи предоставили технику для оцифровки и обработки, значит, вот этого материала. Это ценнейшая вещь, чтобы вы понимали. И вот вы берете Сухумский кафедральный собор, берете книги, и там написано фамилия, имя, отчество, год рождения, из какой губернии он прибыл, из какого конкретного места он прибыл. И если вы посмотрите жителей Сухума, опустошенного уже Сухума абхазским населением после Махаджирства, вы там увидите без конца Кутаисская губерния, Синакский уезд, значит, без конца. И то же самое, вот, и по этим книгам не надо спорить с грузинскими учеными в наше время, были вы, не были, мы были, вы были, не надо об этом спорить. Демографическая ситуация всецело восстанавливается по этим церковно-приходским книгам, потому что российская церковь тогда требовала конкретных данных, откуда ты прибыл, когда ты родился, значит, с какого времени ты здесь живешь. Дальше. Значит, 3 ноября 1902 года рапорт священника Баклановского прихода, Ацинский приход все время будоражил, Гудаутского участка Капанадзе Сухумскому епископу Арсению об обращении населения Гудаутского участка от церкви. Ну, так написано, то есть имеется в виду об уходе в Гудаутском участке людей из церкви. Вот, но о чем идет речь, обратите внимание. Там говорится следующее. В воскресные дни пустуют не только церкви приходов с абхазским населением, но и церкви приходов с русским населением, и даже церковь такого сравнительно многолюдного прихода, каковым приход Гудаутский. Значит, автор данного рапорта указывает 3 причины. Первое. По воскресным дням в Гудауте устраивается базар, куда с раннего утра стекаются для купли-продажи многочисленный народ не только с близких к Гудауте сел, но даже со всех концов участка. В наше время у нас что в воскресенье происходит? Второе. По воскресным дням или накануне их, во время совершения богослужения в церквях, в сельских управлениях созывают народ для решения разных дел. Третье. Духаны и лавки, значит, духаны это как наши с вами бары, бары и рестораны в наше время, и лавки, то есть торговые, в селах расположены большей частью вблизь церквей. Они по воскресеньям и праздникам во время совершения богослужения в церквях открыты и полны народу, который предается пьянству и разгулу. Значит, друзья мои, вот я вам читаю церковный архив, да, начало 20-го, что-то изменилось через 100 лет. Наоборот, прогрессирует. Ну, чтобы вы понимали, мы не единственные, это везде так бывает, значит, просто всегда это констатируется. Я помню, заболел один священник, и меня попросили, будучи уже в Греции, меня попросили поехать послужить в какую-то, значит, горную деревню, очень красивая такая горная деревня, и со мной еще священник из Аргентины, и мы вдвоем, значит, поехали замещать этого батюшку. И приходим, и, значит, стоят в основном женщины в храме, как обычно, да, и он спрашивает, а где, как бы, вот я мужское население как бы не вижу, да, где они находятся? Ну и, значит, выходим, и какой-то праздник был, и крестный ход нам надо было сделать по всей деревне. И вдруг, значит, мы идем, и весь мужской состав сидит в кофейне. И он с таким восхищением говорит, ну вот они, говорят. Поэтому это на самом деле и в то время было, и это тоже беспокоило, значит, тех, кто занимался церковной жизнью. Дальше.
28 августа 1906 года прошение крестьянина с села Шхепи Синакского уезда Чикабава Романа Сухумскому епископу об искоренении взяточничества, вымогательства в Илорской церкви Кудорского участка. А теперь, друзья мои, я вам почитаю, друзья мои, я это вам говорю не с целью, я сам церковный человек, да, я не с целью того, чтобы вас смутить или смутить слушающих нас. Мы должны понимать, что это всегда было, да, и это надо по мере наших возможностей все менять. Но вы будете потрясены, о чем идет речь. В прошении сообщается о древней чудотворной иконе святого Георгия, находившейся в Илорском храме, в которой притекало большое количество богомольцев. Однако люди, которым был поручен надзор за церковью, старосты 4 сторожа, значит, чтобы вы понимали, это пишет уроженец Западной Грузии, Мегрел по происхождению, он пишет о мегрелах, которые являлись старостами этой церкви. Я нисколько не отгораживаю всех остальных, но просто констатирую. И он пишет: старосты 4 сторожа, избираемые ежегодно из числа местных жителей, значит, из уже мегрельского населения, своим поведением ставят паломников в неловкое положение, то есть вымогают с них деньги. Например, за изгнание злых духов отчитку берут по 1-2 рубля. Дальше. За проведение через лук якобы святого Георгия по 20-50 копеек. Значит, вы этот лук не застали, я застал. Кто из вас старшего поколения, если вы были в советское время, ну, скажем, до конца 90-х годов в Илоре, где алтарь находился, и там рядом с алтарем из проволоки, обычной проволоки кованой, был сделан такой лук, и вы тоже проходили, и вот там надо было пройти через нее. Ну, мы тогда были молодыми, я стольких богословских знаний не знал, и тем более особой истории Илорской церкви, мы тоже через нее проходили. Но потом отец Сергий пришел и убрал оттуда. Они же раздают богомольцам, эти старосты, разные шелковые ленточки под видом частиц, вероятно, одежды святого Георгия, за что берут по 20-50 копеек. А теперь, скольких я в наше время христиан вижу с красной ленточкой? Значит, да, с красной. В Иерусалим все едут, и, значит, кто-то сказал, что вот если ты одеваешь эту красную ленточку с гроба Господня, что это какое-то особое, и все поголовно вот так пройдитесь по храмам нашим и здесь, и в России, везде, и вы увидите, сколько красных ленточках на руках. Дальше. Кому надо было бы обратить внимание на это зло, пишет Чикабава, если не близко стоящих к церкви правительству, который с полным недоверием тенденциозно относится и смотрит на это. Разные больные, привезенные сюда для исцеления, получив таковое, становятся одержимыми другой болезнью от простуды за нахождение в ночное время под открытым небом. Вот сейчас, хотите, вот мы сейчас, сегодня с вами сядем на автобус и поедем в Илорскую церковь, и вы мне скажете, если все это сегодня там не происходит, значит, вы мне скажете: отец Дорофей, ну что ты нам сказки рассказываешь, да? То есть, понимаете, христианство, то, что я вам говорил сегодня в храме на проповеди, когда мы читаем Евангелие, слова Христа, которые совершенно просты и в то же время глубочайшие слова, показывающие, раскрывающие нам духовную жизнь. Господь всегда так делал, Он говорил просто, Он не говорил заумными словами, завуалированными словами. И мы, христиане, все с вами, в разные эпохи, включая, значит, и то время, о котором мы говорим, превращаем веру свою, да,
ну, я не знаю, каким определением это сказать. Это, безусловно, не в христианстве только происходило. Есть у меня целый ряд документов по поводу исламского духовенства, да, бесконечных жалоб, когда они тоже разные болезни пытались вылечить, там, значит, созданием амулета со словами Корана, значит, чтением какой-то особой молитвы и так далее, и так далее. Это я недавно вычитал «Час в час», вы слышали, наверное, да? Есть книга целая, вот такой, знаете, народный персонаж, да, такой Хучишарадан, как мы говорим, или Ходжа Насардин, оттуда это происходит. То есть такой все время путешествующий и в юмористической форме поучающий, наставляющий людей. Вот такой у нас тоже был в Абхазии Час в час. Значит, им я заинтересовался, когда я прочитал из слов жителей Нового Афона, что он якобы встретился с Александром III, это, конечно, только абхазцы могли такое придумать, и Александр III, заметив его, сказал: «Ачина яхакова бахома». И тот сразу отказался, да. И к чему я говорю, там есть, я вам сейчас к чему вспомнил, он очень много разных рассказов по поводу духовенства. Разделы этой книги называются «Попы и мулы». И там такой рассказ, значит, мулу приглашают на освящение колодца. Значит, это из местные рассказы абхазские. И вдруг он приходит с учениками, да? Он приходит с учениками, осветил он колодец, но потом ему заплатили, потом он говорит: ну, все-таки надо внизу осветить за дополнительную плату, внизу. Но его опускают на веревках туда вниз, он освещает, и вдруг поднимали его ученики, на веревочке поднимают, и в этот момент он, значит, закашлял. А по традиции, значит, ислама, когда человек кашляет, да, чихает, да, значит, все его ученики, значит, да, когда они подняли руки, он шушаром и сказал, я сейчас к чему это говорю, и в христианстве, и в исламе, и в буддизме, и в любой другой религии очень часто, да, люди, которые какие-то высшие ценности, которые несут особенно монотеистические религии, да, христианство, ислам, иудаизм, высшие ценности превращают вот в то, что я вам сейчас рассказал, и в то, что вы слышите из этого церковного документа. Дальше. Значит, 21 января 1912 года жалоба сестер Каманского Василиско-Златоустовского монастыря Сухумскому епископу на настоятельницу монастыря игуменю Нину. Из текста жалобы явно проглядывается предвзятое отношение сестер к своей игумене. Ну, это явно видно, что за всем этим мало правды. Из документа мы узнаем, что к началу 1912 года число насельниц составляло 150 человек. То есть в данном случае мы имеем, видите, какую хорошую информацию, да, точную информацию. То есть архивные документы, помимо каких-то жалоб, отношений и всего остального, они иногда нам дают очень точную информацию. Помимо обвинения в том, что у игумени нет любви к ближнему, нет милосердия, что она служит плохим примером для сестер и так далее, в документе говорится о том, что мать Нина носит тюрнюр. Вы знаете, что такое тюрнюр? Да. Это такая модная вещь второй половины 19 века, приспособление в виде подушки, которая подкладывалась дамами сзади от платья. Да, значит, и обвиняют ее дальше, что она носит французский каблук и пудрится, так ли подобает вести себя игумене, да еще в таком пустынном монастыре. Живая история, как вы видите. Ну, я сейчас сомневаюсь, что мать игумена действительно в Каманах, где в то время, о котором мы с вами говорим, да, в зимнее время надо было в галошах ходить, чтобы что она могла носить французский каблук, но тем не менее, вот такой живой фрагмент мы имеем. Дальше. 21 января 1919 года. Письмо членов Церковного совета поселения села Аибга
Сочинского округа, настоятелю Адлерской Троицкого монастыря, значит, по поводу монаха Владимира, некого монаха Владимира. В письме члены церковного совета села Аибга просят убрать бродячего монаха Владимира Чекменева, который от имени монастыря собирал милостыню. Мы его уже проводили барабанным боем, но если он еще раз появится, то снимем подрясник и отрежем бороду, о чем мы доводим до вашего сведения, чтобы после не имели к нам претензий. Вот, тоже поразительно. Друзья мои, я почему говорю? Вот мы же в наше время, вот я вам читаю 1919 год, если вы помните, у нас был такой старичок, монах Пимен. Ну, он сам себя называл монахом, его, я не знаю, кто его постигал, но в какое-то время он все время в Афоне здесь находился. Я вот помню такую поразительную вещь. На службу он никогда не ходил. Ни на одной службе я его не видел. Но вот как только народ собирался у храма Симона Кирита, он начинал проповедовать прямо во дворе, все вокруг него собирались и так далее. Потом приехала одна женщина из России, она вот у крыльца собора записала его, где-то минут 40, и это в Ютубе выложено, под названием «Великий старец Кавказский» говорит о своем духовном опыте. Мы все знали, что отец Пимен, значит, его представление о православии и христианстве, но это настолько далеки от реальности. Поэтому, друзья мои, то есть я для чего сейчас в данном случае вам читаю? Я вам читаю для того, чтобы вы зрело смотрели на духовную и церковную жизнь. Если вы видите, вот мы очень часто попадаемся на это, мы видим какого-то истощенного человека, да, там в какой-то рваной одежде, значит, где-то он стоит, что-то просит или собирает, и мы думаем, что вот этот внешний вид для нас создает вид аскета, какого-то очень духовного человека, и мы начинаем, значит, вокруг него все время ходить, то ли просить благословения, то ли просить наставления. Вот Умар хорошо знает, была такая Елена, значит, 6 детей у нее было, если ты помнишь, Марк. Она, ну, человек психически нездоровый, да? Значит, и она приехала и ходила по городу, значит, и все время испытывала свою веру, в том числе до страшных пределов доходивших. Один раз она ребенка бросила в холодную реку в Сырцках, да? Значит, ну, потом приехал ее супруг, и, значит, и он мне говорит, вполне нормальный человек, он говорит: батюшка, я, говорит, хочу забрать этих детей, и у нас дом, там все это есть и так далее. Вот. А она раньше, в молодости, до вот этих проблем психологических и психических, она играла на скрипке. То есть она очень образованная женщина была. И что он говорит мне? Значит, помоги мне взять паспорта. А паспорта находились у прихожан наших. Да, у прихожан наших абхазцев, которые ходили за ней, что она блаженная, она чудеса творит и так далее. Да. И я взял паспорта, пошел, поговорил с ними, сказал: ребята, я вас очень прошу, это дети, вы не будете за ними смотреть, это нужен отец, там есть бабушка и так далее. Я к чему говорю? К тому, что будьте всегда осторожны с людьми, которые, не имея отношения к конкретному храму, конкретному монастырю, из себя, значит, вам демонстрируют какого-то особого духовника. Теперь, 28 марта 1921 года начинаются тяжелые времена. Да, уже революция, гражданская война идет, лихолетие. Письмо настоятельницы Моквинского Успенского женского монастыря Сухумской епархии игумени Досифеи на имя председателя Кадорского ревкома. В письме говорится об ограблении храма Моквинского монастыря, произошедшем в ночь с 21 на 21 марта, с 20 на 21 марта, 1921 года, в ходе которого из алтаря храма было похищено большое количество церковной утвари. В письме говорится о распоряжении Нестора Лакоба, данном местным милиционерам, о необходимости в течение 3 суток найти все монастырские вещи и выдачи злоумышленников.
В письме также сообщается, что в 1918 монастырь несколько раз подвергался сильному ограблению. 18. Друзья мои, обращаю ваше внимание, как нам сейчас не хватает Нестора Лакоба. Простите, что я так говорю. Как нам не хватает Нестора Лакоба. Он сказал, в течение 3 дней найти этих людей, вернуть украденное и, выдать злоумышленников. Что он дальше делает? Это уже 7 апреля в селе Моква приговор от Соединенного Схода граждан Пхинской, Моквинской и Джальской общин Кудорского уезда. Сход был создан начальником уездной милиции по указанию Нестора Лакоба для обсуждения вопроса выдачи преступников, совершивших в ночь с 20 на 21 марта взлом церкви Моквинского монастыря. На сходе присутствовало 520 человек, имевших право голоса. 520 человек. В ходе обсуждений выяснилось, что ограбление Моквинского монастыря было совершено следующими лицами. В. Дзявшипа, М. Торчуа, Ш. Хаджимба, К. Лордкияни, А. Абухба, С. Дзявшипа, все жители села Пхина, Г. Чиковани, житель села Бухури Зугдитского уезда, братья Таресхом и Ливарсиком Званбая, жители села Моква. Также было установлено, что ограбление Моквинского монастыря, произошедшие в 17-х и 20-х годах, были совершены именно 6 вышеперечисленными жителями села Пхина. Под приговором подписались 362 человека. Друзья мои, я хочу вас спросить. Посадили, разумеется. Да. Все вернули, а они были наказаны. То есть, обратите внимание, друзья, на следующие вещи. Да? Это времена лихолетия. Да? То есть, уже советской власти нету. И тем не менее, в другие бы в этой ситуации, например, в любой провинции или губернии Российской империи тогда, какой-нибудь председатель Совнаркома сказал бы, ограбили церковь, сейчас подумаешь, большое дело, сейчас такие времена. Нестор Лакоба сказал нет. Он сказал, верните все, что было награблено, и наказать этих людей. Это первое. Второе, обращаю ваше внимание на сход. Да? И общественное осуждение людей, которые совершили преступление. А теперь сравните преступления, совершенные этими людьми, с тем, что у нас произошло 2 дня тому назад. И общественность, мы с вами, в том числе общественность, неважно, это, я сейчас в детали не вдаваюсь, но это, простите меня, среди бела дня, в 100 метрах от президентского дворца, в самом многолюдном месте, где и дети, и взрослые, и причем интеллигенция, это же напротив всего этого, среди бела дня происходит, и поверьте мне, никого не найдут, ничего не найдут, через какое-то время все забудется, и нами с вами, а потом, когда произойдет очередное убийство, значит, еще более худшее, мы опять снова 2-3 дня поохаем, и на этом все закончится. Мне кажется, безусловно, государство, законы, да, прежде всего государственные законы, и его институты должны работать. Но если последние, да, сейчас я хочу договорить, но если последние, особенно новейшее время наше, да, но это не работает. Мы все с вами свидетели того, что это не работает. Поэтому мне кажется, что вот такого рода общественное именно, не политизированное, значит, хаджимбисты, анваписты, еще богобщисты, еще кто-то, не политизированное, а именно исходящее из принципов публичного осуждения и наказания, особенно выдачи людей. Поверьте мне, вот это страшное, значит, убийство, которое было совершено, кто сделал, я вас уверяю, что об этом знают сотни тысяч человек. Я вас уверяю, сотни тысяч человек это знают. Но просто мы последние годы стали действовать по такому принципу. Если мой,
не надо трогать. Да. Если чужой, государство пусть разбирается. Но я отношения не имею. Слушайте, друзья, ну сколько мы так будем? Ну сколько это будет продолжаться? Поэтому для меня, конечно, вот это вызвало вообще особый интерес, потому что я себе представил, что Нестор Лакоба мог сказать сейчас гражданская война, революция, там столько проблем было в то время, в 21 году, сейчас что-то там украли, я буду обращать на это внимание. Вот обратил он внимание на это с первого раза. Да, и скольких людей, и самое главное, выяснили предшествующий также. Да? Но обращаю ваше внимание, что во времена Нестора Лакоба, при всем там спорности разных деяний и так далее, лучшие времена были и для науки, и для культуры, и для хозяйственного развития. Потому что вот один пример я вам привел. Не было бы этого документа, мы с вами об этом не знали бы. Но я вам привел один пример, когда зло изначально было пресечено, и по справедливости, с возвращением, с наказанием, с выдачей, с привлечением народа. За какой срок еще короткий? С привлечением народа, да, это было сделано. И дальше все уже понимали. А у нас, простите меня, за последние 25 лет я не припомню, чтобы вот все громкие убийства, все громкие, значит, деяния, которые на слуху у вас, у меня, у всего абхазского общества, мы так с вами не увидели ни одного найденного и наказанного. Все версии. Полагают так, полагают это, думают. Значит, а вы же понимаете, что, значит, здесь еще речь о чем идет? Речь идет и о народе абхазском, в данном случае, будучи на собрании. Они не посчитали, что это не по-абхазски выдавать людей. Как мы с вами сейчас считаем, что если мы сейчас выдадим преступника, что мы, с точки зрения абхазской современной нашей псевдоморали, что мы, оказывается, сделали неправильно. Они так не посчитали. Это же их люди, это же не чужие люди, это все из семьи, из фамилии, из конкретных. Но они сказали, мы выдадим, и причем, обращаю ваше внимание, я не знаю ни одного другого документа, когда еще за этим подписались. Еще обращаю ваше внимание на следующую вещь. Собралось 520 человек, да, 520 человек, а подписалось 362 человека. То есть, я что хочу сказать, большая часть мыслила и думала правильно. Да, были некоторые, кто, он понимал, что он не может и так далее, да? Но большая часть была здравомыслящей. А если мы сейчас проведем этот эксперимент, возьмем 520 человек, вы поверьте мне, свободы, как сейчас, у них нет. Они не боялись, что их кто-то может припугнуть, понимаете? Нет, я это понимаю, но вы поймите, наше общество, я просто говорю об одной вещи. Вот все, что я вам читаю, и все, что я вам привожу, и обсуждаем мы с вами, оно связано только с одним, с представлением о жизни в голове человека. Если вот здесь нету правильной установки ценности человеческой жизни и так далее, то там, что бы вы ни делали, ничего не... Поэтому вначале надо это менять. Меня второе тоже поражает, честно вам скажу. Вот я наблюдаю, и говоря о конкретном случае, меня поражает и вторая вещь. Вот разве наши молодые люди, которые идут по стезе, да, значит, улицы и так далее, разве они не видят, скольких мы молодых людей потеряли? Что это бесперспективно, что это раньше это было по-другому, в наше время, вы поймите, среди даже этого мира, в котором они живут, эти ценности, которые они исповедуют, не соблюдаются. Они все ее нарушают. Вот это разве было бы позволительно в 60-х, 70-х годах, в том кругу, в котором это произошло? Это было непозволительно. Поэтому нам с вами особенно надо делать так, чтобы молодые понимали, вот ценностная шкала и ценностная ориентация,
она совершенно другая должна стать, иначе я не знаю, что Ну, с это ним же произойдет. воспитание. Да. Воспитание, в первую очередь, родителя. У нас нету воспитания. Понимаете, откуда Вы рисковать? смотри, тут есть один момент. Раз мы эту тему заговорили, на этом я закончу. Тут есть один момент. Вина есть и старших, вина есть и младших, да? И так, и так. Старшие виноваты в чем, я вам скажу. Старшие виноваты в том, что они говорят одно, делают другое. Нивелируя в сознании простых детей эту ценность. То есть они понимают, что это так. Говорится только на словах для них, да? Но за этим ничего не стоит. Авторитет человека зиждется только на том, когда его слова и дела сходятся. И в этом случае человека начинает прислушиваться. И вы, и я участники различных религиозных обрядов. Вот вы посмотрите, когда совершается моление, да, хахи-ома, ацури-ома, дачакома, когда выходит кто-то старший, никто не придает никакого значения. Почему? Потому что они знают, что сейчас он помолится, сядет вместе с ними за этот стол и будет себя безобразно вести. И, соответственно, они не придают никакого значения. И поэтому мне кажется, что вот старшее поколение, я тоже уже не маленький, да, мы все с вами, старшие люди, должны понять одно. Не стучать по столу и пальцем тычать и все время получать, что надо сделать. А что, может быть, стоит все-таки нам самим показать что-то в этой жизни, чтобы иметь этот авторитет, который будет воздействовать на человека. И то же самое во всех сферах. Во всех сферах сегодня нету этого. Вот мне рассказали такой случай, еще один случай такой. Значит, забрали девушку, да, ну, царственного видимо, хотя было ее согласие. И, кстати сказать, несколько случаев таких было. Я, значит, от разных людей это слышал. Забрали, и вдруг у нас же такая традиция прийти показать, что мы родственники там все такие, значит, с пистолетами и с машинами, и мы сейчас все разнесем, да, если вы нашу сестру не вернете. Значит, и вот когда приехали они, да, была молодежь. Это много раз я уже в течение последних 15 лет. И я не понимаю, почему взрослые это допускают, посылают туда молодых людей. И они очень себя безобразно вели, все эти молодые люди, причем с недопустимой лексикой, да, и всем остальным, что вы знаете. Вот вы мне скажите, вот вы представьте, 100 лет тому назад пришли бы за сестрой абхазцы, да, и, значит, стоят старшие и молодые люди вот так себя ведут. Это просто... Да, то есть, если бы мы этим людям сказали, что такое может произойти, они не поверили бы. Потому что старший человек, приходивший, он вел этот разговор, он выяснял все причины, истинности, желания взятой девушки, и потом он говорил, вот так надо поступить. А сегодня вот эту молодежь, если вы позовете, и я позову, спрошу, почему вы это делаете, они вам скажут, что так по-абхазски надо. Значит, получается, что представление абхазства, этикет поведения, культура поведения в их головах совершенно другое, нежели это на самом деле по сути вещи в самом абхазстве. Вот. А потом мне говорят, надо ввести апсура в школу. Какой апсура в школу? Кто ее будет преподавать? Не знаю. Да, я понимаю, но просто когда говорят в школах, а кто будет это преподавать? Опять теория? Опять мы сделаем так, что... Мать и отец должны апсура научить. Я считаю, что должны все. Да. Не только мать и Абсолютно отец. все. Должны все. Вот если каждый из нас себя будет ловить на том, что вот здесь писаться съешится, я не сделаю, да? Кто-то другой, вот тогда жизнь наша изменится. Теперь, значит, друзья мои, на сегодня я вас ознакомил с первой частью. Следующая моя лекция будет часть вторая, непосредственно архивные документы Новоафонского монастыря. Благодарю за внимание. Спасибо большое. А вопрос можно? Да, пожалуйста. Да. Вообще очень интересная сегодня лекция. Огромное вам спасибо. Вы все встали, сейчас мне не хочется. Вы знаете, а лекция позади школы Шрубхера, их отзатует. Это Когда один раз
Я согласна с вами. Знаете, вы поймете. Это актуально. Лен, вы снять и на экране показать. Нет, нет, это вживую надо сказать.